Это уже третье по счету собрание. До этого 2 раза мы собирались в кабинете Чувашского этнокультурного объединения на 4-м этаже Дома дружбы Ассамблеи народов Казахстана Павлодарской области. Суть собрания такова. В Чувашском центре существует только один хор ветеранов под названием «Сеспель» – 8 человек. Бабушки преклонного возраста, которым за 70, а то и за 80 с лишним лет. Ни молодежи, ни детей нет. С 2017 года я тщетно пытаюсь организовать полноценную культурную жизнь в центре, то есть привожу молодежь, детей, но встречаю лишь упорное сопротивление и препятствия со стороны председателя Чувашского ЭКО Сафроновой Елены Ивановны. И равнодушие со стороны бывшего секретаря ЭНК Жетпизбаева, вновь назначенная секретарь ЭНК Сарсимбаева Айнур Максутовна решила нас собрать всех и выслушать, и примирить. И вот что из этого вышло. Позвольте сперва представиться. Меня зовут Сарсимбаева Айнур Максутовна. Я заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области. Работаю с июня этого года. Вот. Справа от меня Николашина Ольга Леонидовна. Наверное, вы ее знаете, многие, да? Она у нас профессиональный медиатор, является сотрудником КГУ Куламдук Келесим. Ну, Елена Ивановна, наверное, нет, да, необходимости представить председатель Чувашского этнокультурного объединения. И Светлана Федоровна как раз была инициатором нашей сегодняшней встречи. Ну и в принципе по ее вопросу мы сегодня вот в таком составе собрались. Да. А вот эти люди, они вроде на рукоделие пришли. Да. Да? Да. Ну вы попали на собрание. Нет, конечно, у нас Как уже здесь нет? остаются только люди конкретно, которые должны... Ну кто на рукоделие, пожалуйста, освободите. А я думаю, что за люди? Пригласили же сами. Кто пригласил? Ну, кто нас пригласил, девочки? Нет, вы скажите, кто Они пригласил? на рукоделие. Интересно. Смотрите, нет, не на рукоделие. А вы сперва представьтесь. Вы с центра долголетия, да, это вы Вы, наверное, с центра долголетия, наверное, да? Да. А, ну пройдите туда тогда. Мы вас не будем задерживать. Другая аудитория у вас. Да. У нас немножечко другая встреча. Я теперь не выйду. Что сонда да? Рахмет. Я не выйду. Сейчас выгоните меня. Люди пришли, сели. Тоже так и знаю. А у них, наверное, в центре долголетия. Все, да? Все по нашей теме, я думаю, да, вся аудитория? Ну все. Тогда нашу работу объявляю открытой. Ну, значит, мы все, в принципе, я думаю, что в теме вопроса не будем долгих прелюдий, да, все люди заняты. Значит, вопрос такой. К нам неделю назад, да, обратилась Светлана Федоровна, секретариат ассамблеи. Вот, у нее есть пожелания, вопросы. Я думаю, что сперва мы, наверное, Светлана Федоровна вас выслушаем, да, потом слово предоставим Елене Ивановне, и, ну и потом, значит, раз мы актив собрались, уже данный вопрос обсудим, да. Я предлагаю такую повестку дня. Согласны все? Да? Уважаемый актив, да? Давайте. Все. Слово вам предоставляется. Я хочу с чего начать. Значит, наш центр уже скоро 25 Извините, лет. перебью. Все знаете, да, Светлана Федоровна? Знаю. Да? Ну все хорошо. Наш центр существует уже скоро лет 25, ну уже 24 года точно. Значит, я посещала с 97-го года, только что не пела в хоре Сеспель. Ну, приходила на праздники. Дети мои ходили в школу национального возрождения. Вот. И они ездили даже с концертами, со взрослыми людьми. Вот, два моих ребенка. Они ходили до 2002 года. Пока Елена Ивановна не стала. Ну, они уже там потом Не стали. Ну вот, значит, в 2015 году я обратилась к ним, к Елене Ивановне. Вот у нас был, когда Петр Александров
Мы ходили с радостью в центр, все. Ну и Елену Ивановну, когда он поставил вместо себя, мы радовались, думали, молодая, она центр наш продолжит, подвинет и прочее. Вот. Она сначала работала, да. В 15-м году я пришла к ней. Мне, значит, в школе сидела одна девочка, ученица, не знаю. Она меня попросила детей привезти, потому что телевидение будет снимать. Детей нет. Я тогда еще удивилась. Ну ладно, привела. Потом, значит, рядом с ней сидит там болгарка Людмила, учительница болгарская. Я к ней зашла, поскольку мы потомки болгар, я думаю, ну, поговорим, какие у нас наряды, там, туда-сюда, сдружились с ней. И вот она мне говорит потихоньку: вот, Светлана, а почему у вашей учительницы никогда детей нет? Я говорю, как? Ну как нет? Она говорит, ну нет детей. Я, говорит, или может быть я не вижу. Я говорю, ладно. Пошла к Розе Нуриевне, в татарский класс спрашиваю. Она говорит, детей нет. Уже говорит, нет выступления, ничего. Ладно. Дальше что? Хочу я вам сказать, товарищи. Наш язык чувашский занесен в Красную книгу, как исчезающий. Вы все это прекрасно знаете. Вы все люди преклонного возраста. Вам, Елена Ивановна, нужно готовить детей и молодежь. Правильно? Где? Насколько я видела, только внучка Козловой, Ольга, постоянно ходила. Вот. Роза Нуриевна вообще возмущалась, говорит. Детей нет, а ей грамоты вручают за хорошее воспитание детей. А здесь есть Роза Нуриевна, да? Нет, Розмарин, это давай. татаро-башкирский Ну тогда не будем за кого-то говорить. Ну Давайте ладно, тут, что я буду говорить? Учителя вообще все Кто что говорит? возмущены. В чем дело? Вы можете показать видеоотчеты? Хорошо, школа это другое дело. В центре что у нас творится? Последний раз собрались, чтобы меня заклевать. Я написала, значит, бокового положения дел в нашем классе. Они тут собрались, все договорились, что тут говорить, рта мне не дали рассказать. Расскажите, Зоя Алексеевна, что вы мне говорили? Как я пинками двери открываю? А что мне рассказывать? Вы как начали ехать? Давайте, мы сейчас выслушаем каждую сторону. Оказывается, я ни одной репетиции не проходит, чтобы я скандал не затеяла. Я хожу пинками двери открываю, я кричу, я председатель, я начальник. Как это они меня дотерпели столько времени? С 17-го года, 2 года я ходила по репетиции, выступала с вами. А? Что 3 раза с 17-го года вы приходили. Зоя, помолчи. У меня есть фотографии. Помолчи, все тихо. Пусть говорит. У меня есть фотографии, я на фестивале выступала. Я привела людей, 17 человек. 17 человек привела. А где они? Это у вас надо Так, спросить? Алексей Васильевна, Родина, Пусть давайте говорит. послушаем. Кстати, Светлана Федоровна, давайте так сделаем. Мы сейчас долго можем за весь период деятельности все обиды высказывать, да, здесь. Вы скажите, первое, какая претензия, да, с вашей стороны, я имею в виду сейчас, да, какой вопрос. Второе, третье, вот четко сформулируйте свои претензии, значит, мы дадим вам возможность второй, мы можем заседать здесь бесконечно. Вот, давайте так сделаем, да, конструктивно, чтобы У меня было такое, разговор. что вот Во-первых, в 17 году привела 17 человек. Их сейчас нет, так? Их сейчас нет. Так, где эти люди? Назвали коллектив Таван мы. Все. Второе. Елена Ивановна забрала протокол нашего собрания и у себя в личном кабинете в Министерстве общественной связи нас зарегистрировала. Да, Елена Ивановна? Зарегистрировала. Вы же мне сами сказали. Я Таван зарегистрировала. А что значит зарегистрироваться? Ну, не знаю, так она мне сказала. Ну ладно, хорошо. От 17 человек у нас осталось 4. Мы 3 месяца с Гайнудином репетировали. Нам сцену все равно так и не дали. Мы потом потихоньку, и все 4 человека, и распались. Еще есть еще какие-то? Еще какие? пожелания? Теперь, значит, они собрались тут, меня долго клевали, конечно, и потом решили меня, значит, выгнать. Кто чтобы меня они? не Вы было. скажите. Ну, все, кто здесь сидит, вот, Актив, посмотрите актив, вот на да? них. Вот эти люди. Такие оскорбления я слышала, что Не правление, правления у нас нету. Почему нет? Это актив.
Актив это не актив это правление. есть правление. Нет. По-разному называют. нет. Дебаты, давайте не будем Правление выступать, это договариваться. не Следующее, правление. понятно, следующее. Теперь, значит, что? Я говорю, мы будем собираться, значит, тогда с ассамблеей объяснять отношения. Почему у нас нет мира? Люди неоднократно мне жалуются, что мы приходим в центр, нас выживают. Натуральным образом, не то, что говорят, уходи, уходи. То, значит, колкое слово, Сколько человек к вам обращались по этому хотят, вот чего. Так, сколько человек? Я людей найду. Хорошо. Вот. Недели ходили. Так, назови, кого вы жалели. Когда я привела, вот, пожалуйста, бабушка. Неделю ходили, неделю. У нее, значит, зять и У трое вас как внуков. фамилия? Дочь, зять и Перевалова. внуков. А? Перевалова. Перевалова. Чувашка? У меня папа чуваш. Интересно. Вот видите? А язык знаете? Так, нет, конечно. Видите, да, даже если человек придет, захочет учить. Давайте, Они так встречают. мы все взрослые люди, давайте это, без эмоций, хорошо? Мы для этого здесь У собрались. нее зять чуваш. Вот. Мы будем ходить, обрадовались, пришли. Сафронова над нами просто утонченно издевалась. Мы придем так. Вы, Светлана Федоровна, придите в субботу, я вам оставлю Уважаемые причину. коллеги, огромная просьба, Светлана Федоровна, извините. Давайте сделаем так. Один выступает, все остальные. Ну давайте наберемся терпения. И взаимоуважение должно присутствовать. Сегодня наша главная цель, чтобы в центре, в замечательном центре, с огромными традициями воцарил мир. Поэтому огромная просьба. Как бы вас ни распирало, дышите глубоко и давайте каждого выслушаем. Еще раз надо для себя понять, что мы не на кухне, мы специально официальное собрание собрали сегодня. Поэтому у вас Вот еще она есть? мне говорит, значит, люди сидят, она зашла, она прямо, ну, как бы грубо так разговаривала. Ну ладно, это мы все прошли. Я говорю, ладно, давай ключи оставляем, мы будем ходить, репетировать, заниматься. Мы язык знаем плохо. Почему вы все стиль не хотите? Я говорю, потому что не тот уровень. Они профессионалы, они язык свой знают. Мы разве сможем сразу, если мы язык-то свой плохо знаем, а некоторые вообще не знают. Она говорит, ладно, будут ключи на вахте. Приходим мы с людьми на вахту. Ключи висят, моей фамилии нет. Мне говорит вахтер, я не могу вам дать вашей фамилии. Я ей звоню, она говорит, через неделю приходите, я забыла. Я говорю, хорошо. Через неделю приходим, та же самая история. Через неделю прихожу уже одна, стыдно перед людьми. Люди говорят, о, да тут мы никому не нужны. Вот Люда подтвердит. Да. Они сразу, 5 человек сразу, мы не будем ходить, нам это не надо. Хорошо. А можно ей вопрос задать? Сейчас, минуточку. У вас все, да, Светлана? Нет, еще нет. Ага. Валентина Васильевна, давайте все по порядку, хорошо? Сначала определенные выступающие, а потом прения. Мы всех выслушаем. Мы для этого здесь собрались, поэтому немножечко терпения. Теперь что? Да, буду. Петр к нам ходил, высокий, красивый, пел с нами. Он русский, ему язык нам чужой. Нет, Зоя Алексеевна решила его утащить в русский хор. Но я хожу и в русский хор, и сюда хожу, если есть Ты желание. ему сказала, жалко, Гайнудина здесь нет. Ты ему сказала, Что сказать? пойдем со мной в русский хор. Прям знаешь, как Да, мы я сейчас сказала, петь. пойдем. Слушай, ты, не то, что наш Гайнудин. Я чуть в обморок не упала. Надо Гайнудин. Гайнудин выходит. Светлана Сколько Федоровна, с нами нянчится, да, с вами без нянчится. эмоций я прошу вас, да. Так она без всех эмоций. обливает грязью. Без Стоит, эмоций. да? Вообще я грязь Не обливаю. выбирает. Ее все уважали и уважают. Есть еще, да, вопросы, Светлана Федоровна, которые вы хотели озвучить? Конечно, есть. Ой, извините, Теперь. пожалуйста. Вы сейчас слышали, что сказала эта женщина? Она только что сказала, кто ты такая здесь сидишь? Вот только что при вас. Вы почему-то Светлане Федоровне делаете замечания, а почему-то Алевтине Васильевне вы не делаете замечания. Вот Светлана, вы медиатор. я не Почему слышала, вы я так сейчас себя могу. ведете, медиатор? Вы почему не пресекли ее выражение? Ольга Леонидовна. Кто вот как? такая, что ты О, здесь сидит? Она говорит, сказала. Уважаемые коллеги, я думаю, что глухих у нас за столом нет, и вы видели, что я объяснила сейчас Алевтина Васильевна, что все остальные припирания будут потом. Но она вас не слушает, она вас не уважает, понимаете? Она продолжает Вы уникальные люди. унижать вот Давайте сделаем человека так, только вернемся что. к сути, ради которой мы сегодня собрались. Мы пришли сегодня не разбирать Вот каждого. ей, пожалуйста, объясняйте, видите, ей, пожалуйста, объясните. Светлана Федоровна, дальше. Дальше. Теперь, значит, раз у Сафроновой класса Ай-яй-яй. нет, она лет 5 за Алевтина, пустые стены ай-яй-яй. получает зарплату. Подошла Наташа к ней и говорит, что?
Обучи меня чувашскому языку. Скажи. Да, я лично попросила раз пустой чувашский класс. Ну, пустой будет действительно. Мне можно продолжить? Нет? Еще есть у вас, да? Сейчас мы вам дадим слово. Есть у вас еще вопросы? Ну, она просто как дополнение. Я так вас понимаю, вас не удовлетворяет руководство в лице Елены Ивановны. А вы что, какое требование? Я, насколько знаю, да, я могу сказать здесь это, в нашей беседе, да, у меня в кабинете вы сказали, я хочу руководить центром, так? Да, а я уже Я хочу общественное руководить, объединение да. зарегистрировала. Да, я зарегистрировала общественное объединение, альтернативное Чувашскому этнокультурному объединению, правильно? Да? Вы обещали показать документы. Я с собой сегодня не взяла. Не взяли, да? А почему? Алевтина Васильевна, давайте. Хорошо. Еще есть вопросы у вас? Ну, у меня вопросов, конечно, много. Хорошо. Вот. Насчет грантов тоже. Елена Ивановна получает. Никогда ни перед кем не отчитывается, куда она деньги девает. Ну, наверное, правлению отчитываться. Сейчас Елена Ивановна об этом расскажет. У вас есть вопросы еще? Ну, пока посидите. Ну, пока посижу. Ага. Елена Ивановна, слушаем вас. Так. Ну, не первый год после Петра Александровича. Даже интересно стало. 3-4 года. Так. Больше, даже больше. 7. В 2002 вы сказали, да? В 2001 я в школу пришла. Ну, или 2004, Да. я точно Так, не помню. давайте я скажу сейчас, да? Да. Вы, так, я вначале так скажу. Только вы не начинайте сравнивать то, что было 15 лет назад и сейчас, хорошо? Там тогда было, вот мои дети ходили, мои дети тоже ходили, все трое. Так, дальше, сейчас. В 2001. Так, я начала работать в школе в 2001 году, да. Но почему-то, Светлана Федоровна, я вас не видела. Почему? Где вы меня не видели? Вот в центре я вас не видела. Тогда Петр Александрович, мы работали, как я заместитель работал, я писала сценарии. Я со своими детьми выступали на Кирхизара. И вы сейчас говорите так, как будто я тут вообще ничем не занимаюсь, просто стою и ничего не делаю. Понимаете? Я вас не перебивала. Светлана Федоровна, мы вас выслушали. Да, я работаю в школе 18, бывает всякое. Сегодня гладко, завтра детей нету, послезавтра все будет, потому что сейчас все маленькие пошли. Всякое бывает. Вы что думаете? Вы своих детей... В данное время сколько у вас данное обучается? время обучающихся чисто таких 15. Да, 15, да. И еще у меня дополнительные ДПИ, которые не на язык ходят, а на ДПИ ходят. А зачем это ДПИ здесь в Доме дружбы? Кому оно нужно? Так, так, слушайте, я чистюсь не в Доме дружбы. Я работаю в школе национального возрождения. Почему ДПИ там не нужно? Я веду школьные ДПИ. Я работаю в 15-й гимназии каждую неделю 2 часа. Понимаете? Вы мне сейчас выставляете здесь, как будто я вообще ничего не делаю. И еще издеваетесь. Что за слово? Так это издевательство 2 недели подряд. Вот Люда свидетель. Да. Слушайте, Так, Елена Ивановна, нет, огромная просьба, прям. давайте просто Так, уровень децибелы Хорошо, сбавим. хорошо. Так, мне просто обидно Тяжело стало. сдержаться, И, конечно, да, где очень. эмоции Вот зашкаливают. первый приход, я сидела в классе, вы пришли, я привела людей. Вы привели людей, я пришла. Здравствуйте, здравствуйте. Вы стали чай пить, я просто ушла в свой класс. У меня дети были. А вы оставались. Если бы я вас плохо встретила, я бы получается, грубым словом выгнала, если вы мне так выставляете. Я такая грубая? Я в жизни ни с кем не ругалась. Так что вы мне об этом не говорите. Вы ко мне пришли в 2017 году. Пришли в 18-19, да? В 15 мне пришли. В 17 вы ко мне пришли, сказали, вы хотите квартиру, комнату хотите, с дочкой не уживаетесь. Характеристику написали хорошую, выставку сделали. В Национальной библиотеке... Почему? В Национальной библиотеке тоже хорошо выступили. 15-й год был. Это не 15-й год. 17-й год. 17-й год.
Это вы был 15-й год. это самое. И я вас не поддерживала. Вы сейчас говорите, как будто, я не знаю, у меня слов не хватает просто. Я воевать ни с кем не собираюсь. Мы тоже Хотите воевать не работать? собираемся. Тогда в чем? Какие вопросы? Кому войны нужны? Какие никому не вопросы? нужны. Кресло занять хочется. Я вообще удивляюсь. Вот 15-й год. Образование проверила, все посмотрела. В школе все нормально. ДПИ я веду. Я школьное ДПИ тоже веду. А у Я вас и в классе что, веду. Вы художник? По Причем образованию? художник? Вы учитель по ИЗО? Я проходила. А, Я проходили, да. Ясно. Я проходила. Я не просто так. Если можно тогда говорить, вы языковед или не языковед? Я что, вот, если вот такой прямой вопрос. Так, я не знаю, о чем говорить. Все или нормально? Не знаю. Это вообще ненормально. Так, Можно я скажу? Вот так. Так. Алексей Иванович, Только на первый раз, Только- потому что начинаете с того. Хорошо. Как она... Ой, Я раньше ее видела только на праздниках. На праздниках. Только Да, на праздниках. Поддерживали. Хорошо. Потом она явилась с порога с таким ревом, скажем. Чуть ли она Криком. с кулаками на меня не накинулась. Вот ты... Валентина Васильевна, чуть-чуть эмоции, поспокойнее. да. Ты говорила, не Я не могу воспринимай. так. Кошмар. Что кошмар? Да она не ходила, что ты с ней спросила? Вы не Да ходили, почему не ходила? вы не видели. Она в нашем районе живет, и никто про нее слова плохого не скажет. Но там совсем другое Да, дело. конечно. Так. другое. Заскочила с такой руганью, то, ладно, это оставим, бог с ним. И несколько раз вот так на меня нападала она. Как будто бы я сказала где-то, что она не чувашка. Что из-за этого вот это вот скандала разводить? Теперь, вы думаете, она хочет центр свой создать? Она рвется на место Елены Ивановны. Она прямым текстом это говорит, прямым текстом. Заместителем хочет Наталью поставить, а Марину Преподаватель. преподавателем чувашский язык. даю, мне не нужна ваша Стоп. Не надо Нет, перебивать нет, меня. это ее слова. Мы Вот. не говорим, на вас ничего не Нет, говорим. я не говорю, что Марина ты говорила. Это она ничего говорила не все. Вот они рвутся к власти, обе вот эти вот красавицы. Вот высерутся. И почему? Это и надо квартиру. Думают, они встанут здесь начальством, чего-то добьются, да? Что ассамблея там что-то выделит им. Это и надо диссертацию защитить. Тоже 1 000 000 тенге попросил у Елены Ивановны. Это что? На защиту Как, диссертации просили. как только встречаемся, так начинается скандал. Они первые начинают. Но я, конечно, тоже такая человек эмоциональный, я не могу не ответить, когда меня оскорбляют. Что ты ухмыляешься, сидишь? Мне даже смешно вообще. Это вообще. Вот так вот начинается всегда. Вот смотрят, улыбаются, как будто бы это... Алевтина Васильевна, Миллион. будущий, кто Дальше. будет выступать, подождите, Алевтина Васильевна, чтобы мы сейчас с вами не перешли на личности. Я вас очень прошу, давайте понимать, что все люди разные, у каждого эмоции совершенно разные. Кто-то слушает, улыбаясь, кто-то слушает, плача. Поэтому я вас очень прошу, Хорошо, если вам есть что-то сказать, говорите по существу. Вот когда она пришла, нас обозвала старухами. Это тоже не Это дело. неправда. Это неправда. Ой, ладно. 1 мая скандал закатила это. Мелочи Тут какие-то просто не сплетни переводятся. Не Ну. надо лишнего. Сплетни. Скажите по Ой, существу. Ой, а Ой, какой я скандал закатила? Хоть, допустим, поставьте меня, Извините, пожалуйста, как вас зовут, да? в известность. Мая Ну, закатила. только что сказали, я скандал закатила. Нет, Наталья девушка, как вас Александровна. зовут? Наталья Александровна. Поставьте в известность. Девчата, скажите, не так что ли? Подожди. Так, 1 мая какой скандал закатила? Каждый сам от себя, давайте. Каждый сам от Да, себя. да, да. Так я сбилась с Сейчас этого, долго будет. с мысли. Алексей Нас, Иванович, мы, поняла. конечно, старенькие уже, да, По сплетням. надо новых привлекать. Но нет таких, мы уже звонили сколько. Я, например, сама лично звонила людям, чувашам. Ну, не хотят ходить. Ну, это дело добровольное, правильно? Вот. Дело Ну, добровольное. приглашали. да. А то, что вот она привела людей, она говорит, вот 17 человек она привела. Она как их привела? Она привела с церкви Надежда.
с протестантской церкви. Это раз. Она посулила им подарки, деньги, сказала, что там денег дают, подарки дают. Вот они пришли все. И сели Это в ваши чайник. догадки, давайте. Да, согласна. И будем уже. Есть еще что сказать? Давай. Насчет того, что вот ушли люди. Да, Петр ушел. Ну, тяжело чужой язык учить, правильно? Вот их 4 оставалось, из которых она привела. Не захотели учить чувашский язык, тяжелый язык, да? Трудно учить чужой язык. Так что не знаю. Хорошо. Ладно, я Есть еще. позабыла кое-что сказать, уже ладно. Ну, я думаю, дополнят вас коллеги. Так, я Сафронов Лев Иванович, председатель старейшин, Чувашский центр, при мне это, как это, при... Создавался. Да, создавался. И с тех пор я знаю в Чувашском центре, кто руководил, там, и так далее, вот, допустим, у нас сначала этот самый... Федотов. Федотов, да. Федотов, при Федотов, самое, он меня... Я в трансстроне работаю здесь, самое, и, естественно, помогал... Как бы первого, спонсором был. да, помогал этот центр самое, и когда в детском садике там учили, там школа была, пока это здание не построили. И, естественно, нуждалась это самое. Тогда, ну, сами это добывали средства, все и так далее, самоорганизовали и учителей, сам учеников, там все и так далее, где учиться, на чем. Ну, естественно, никаких проблем не было. Никогда не было. Никогда не было. Я вас Никогда. вот, подождите, слушайте. Пока Сафронова не стало. Сафронов, я здесь, самый Павлодаре, 64-го года работаю. Слава Богу, Рома. Светлана Федоровна. Вот так. Мы все тебя уважаем. Уважаем тебя. Светлана Федоровна. Мне бы твое ваше уважение не трогает, понимаете? Меня другие уважают. Вот. Лев Иванович. Между прочим, я хочу вот сказать, мне надо на суд экономический, поэтому я долго не могу говорить. Помогали, ну здесь вот Валентина Николаевна. Александров, ну Федотов был, после Федотова был Петр, вот, да, мы с ними контактовались, там все и так далее, все, у нас никаких проблем не было в Чувашском центре. Никогда не было. И никто вот здесь сидящие друг на друга пальцем не говорили, там все это не обзывали, все. Вот вы сейчас вот сидите, почему я вас не знаю? Почему? Я давал, помогал деньгами, еще и так далее, с организацией, и это самое. А вас я первый раз, вот сейчас вижу, вот вас вижу, все это далее. Первый раз. И не надо говорить это самое. Ой, что ты... Вся литература, это самое, я помогал это самое, Боксаров отправить. Нужно на железной дороге бесплатные билеты, я им билеты организовал, давал все это самое, помогал. И вся литература собрана с помощью, ну, я помогал. И вообще, конечно, среди чувашей, вот так вот, среди чувашей, такие стычки я вообще не уважаю. Я не считаю, что вы чуваши, понимаете? Чуваши очень дружный народ, работоспособный народ. И не надо рассказывать там все это, вот вы такие, все. У вас, значит, это самое, вот действительно, вот Елена Ивановна как говорит, захватить этот пост и все и так далее, и начинать и все это самое. Мы его сейчас действительно молодежи нет, все и так далее, там все это самое тяжело, это самое, это организовать. Вы станете, вы вообще загубите здесь в центре. Понимаете? Никто ее не поставит. Да. Загубите. Это я вам говорю. Я. В общем, я считаю, ну, Елена Ивановна это вот уезжает, надо было самое выступление в горсовете, в саде там выступать. Ее заслуга, она вот, может, не этот, как это сказать,
не все это самое отработано, все и так далее. А эти концерты, благодаря вот ей, и мы знаем, что она может организовать все абсолютно. Ну, что говорить-то, я больше уже не сам. В общем, я категорически против, что вот они вот сидят, и вот приходят, а потом начинают это все кому-то писать, там все и так далее. Почему-то я не пишу никуда. Вот сколько лет это самое существует Чувашский центр. Мне тоже все не нравится, все и так далее. Мне говорили, давай встань, вот, допустим, Махмутов там ведет, все и так далее. Я этих всех знаю, этих ребят. Кто там все, организатор, работает там, все и так далее, все центры все. Меня не надо самое лично вот говорить, ага, вот ты такой. Если вы хотите, вот Сафронов Лев Иванович, Павлодар, что делал бы? Я весь Павлодар построил. Лев Иванович, никто против тебя ничего. Лев Иванович, мы тебя все уважаем. Низкий поклон тебе за твою работу. Лев Иванович, не надо вот это вот обижаться. Светлана Сафронова, ой, Светлана Федоровна. Мы хотели дружно жить, они же не могут. Да с вами никто не будет дружить. С вами никто не будет дружить. Подожди, ты не знаешь, подожди. Вот Марина, ты Марину не знаешь. Можно я 2 минуты скажу, мы торопимся. Это почетный гражданин города Павлодара, между прочим. Надо уважать его. Он все сказал. Мария, подождите секундочку. Лев Иванович, вот вы начали свое выступление, вот вы сказали, что есть вопросы, которые вас тоже что-то не устраивают. У вас какие есть предложения по тому, чтобы как улучшить работу в центре? Вот ваши, вы в центре, действительно, вы сказали с самого начала. Вы сказали вот сейчас в своем выступлении, что есть моменты, что что-то тоже вас не устраивает. Что конкретно? Вот ваше предложение, вы же всю работу знаете, от и до. Что бы вы вот дополнили, что бы вы изменили в работе? Ну, не секрет, это, конечно, вот молодежь, ну, не ходят эти, вот, допустим. Мало ходит. Молодежь не ходит. Не ходит. Потому что мало. Чуваши-то осталось всего Молодежь, человек вот ушел 200. молодежь. У меня 3 сына. Мы с 12-го года здесь. Вы нас хоть раз пригласили, мы бы ходили. 3 ребенка. У вас нет детей. Кто нас сюда пригласил хоть раз? Вот он пришел, он старший, мой сын. Еще 2 есть. Я могу сказать. Пожалуйста. У нас был куратор как раз Ольга Леонидовна. Вы только приехали, мы вас позвали на Новый И год. я вам сказала, что у меня 3 ребенка, и мне надо 3 подарка, а не 1, да? И после этого меня Как никто один? не позвал, потому Как что 3 один? детей у меня. А мы вам 1 подарок дали? Сначала так было, потом мне откуда-то принесли, и больше нас никто не звал после этого. Мы здесь Мы 7 с лет. вами договорились там. Подарок получили, дети Дело поиграли. не в Давай я скажу, да? Мы вас позвали, подарки получили. Мы с вами договорились, вы что, будете ходить? А потом все, исчезли. Потом никто Почему? ни разу не звонил нам даже, не вспоминал. Мы приехали, если кто не знает, из Сирии, с войны. Эвакуировались. Мама моя умерла, которая работала вас, выручала 3 года за вас, пока вы в декрете. Нет, почему сидели. каждый день надо кого-то звать? Нет, почему Нет, каждый нет, день? подожди. Ну, вот у вас Я вас проблема, нету позвала. детей, Почему у вас дети ответа есть в не городе. было? Нет. Почему? Вы Позвали Вы чувашка, ее. да? Вы чувашка? Мама чувашка у нее. Мама чувашка, отец украинец. Но язык еще из них никто не знает. А скажите, пожалуйста, Язык вот не мне знаю. интересно, Так, давайте когда закон- говорят, Ассамблея народов, пришла в украинский центр, хочу учить, меня с удовольствием, да, пришла сюда, а здесь что, ценз, здесь идет фейс-контроль, или что, надо обязательно знание языка? Давайте Лев Придет Иванович казах, закончит, его что, мы не примут? его отпустим, Почему? да? Давайте Хорошо, Да. язык не Лев должен Иванович, быть фейс-контроль. у вас есть Знает, еще, кто да? знает. Ну, я, в принципе, еще сказал, вот Хорошо. остается здесь самое. Хорошо, Петр Александрович, Лёва скажет. и Лёва тезка тоже скажет. Ну хорошо, хорошо. Петр Александрович, наверное, Надо будет какие-то вопросы. хорошо. Вам спасибо большое за ту помощь, которую вы оказываете центру. Вот. До свидания. Да. До свидания. До свидания. До свидания. Так, есть еще у нас, кто Можно хочет что добавить? Можно. Я Козлова Алексеевна. Хожу с первых дней, как наш центр открылся, в общем, 24 года. В течение 24 лет у нас никогда не было такого разговора, такого скандала. Вот Светлана говорит, что пришла я как бы помогать культурному центру, но она когда первый раз
До этого она, да, ходила на праздники, ну, когда ей что нужно, она приходила, даже Петру Александровичу что-то просила. Первый раз, когда она пришла, например, ходить в наш центр, лично к нам, ну, заниматься, она с таким скандалом пришла: я хочу стать председателем, я любой ценой это место добьюсь. Она даже драку чуть не кинулась тогда. Девочки не могли. Прям человек пришел и сразу начал. Потом она говорит: я любой ценой это место добьюсь. В общем, Елена Ивановна не работает, так как в культурном центре председатель находится. Она вот эти деньги получает, она эти деньги никому не раздает, лично для себя она забирает. Это неправда. В любом культурном центре спросите, у какого председателя. Есть кто-то, вот, например, нам Елена Ивановна подарки раздает к каждому празднику. Сегодня она нас тоже стол собрала, отметила. Ни в одном центре никто ни копейки никому не дает. Елена Ивановна каждому празднику что-то собирается, чем-то, ну, что-то покупает, что-то она это самое, в общем, все время выдает подарки. Мы не скрываем это. Это тендерные подарки. И это не имеет значения. И тем более, такого скандала, вот вы видите, как она сегодня себя ведет. Она, если к нам приходит на репетицию, полностью репетицию срывает. Мы половину репетиции занимаемся, половину вот на такой скандал у нас время уходит. Поэтому мы собрали собрание, так как наш актив не может с ней работать, мы ее просто исключили. Вот все мои слова. И когда еще она пришла, говорит: вот всех старух, одни старухи собраны. Почему старухи? Я, например, 24 года хожу. Я не могу быть 24 года выглядеть такой, какая я была. Слушай, Все, девочки, все сказала? Полностью. Как я сказала, это правда? Правда. Все подтверждают, что это правда. С ней работать невозможно. Она без конца скандалит. Если пришла на репетицию, только один скандал. Мы не знаем, петь или домой уходить, собраться. Вот все мои слова. Я 24 года хожу, уже 25-й год. Но скандала у нас никогда такого не было. Елена Ивановна вот так у нас обеспечивает. Она к нам всегда по-хорошему относится. У меня внучка старшая ходила 12 лет к Елене Ивановне. Выросла теперь, конечно, она не может ходить. Теперь у меня 6-летняя девочка, внучка, уже ходит. Мы поддерживаем Елену Ивановну так, чем можем. Так, теперь... Пока Елена Ивановна работает председателем, мы будем поддерживать центр. Не будет Елены Ивановны, у меня тоже сейчас, я после операции, вот сегодня пришла, я вообще никуда не хожу. После операции я сегодня пришла просто поддерживать наш коллектив. Спасибо, Зоя Алексеевна, вам нельзя сильно волноваться. Скорейшего вам выздоровления, конечно. Вот. Так, теперь можно я скажу? Так, давайте. Светлана Федоровна, вы имели возможность, давайте выслушаем. Здесь все пришли, у каждого человека свое мнение. Давайте Я молчал, когда люди выступают. Ну, хорошо. Сидеть надо, молчать надо, слушать надо. Вообще, я бы сказала, мы чуваши неадекватные. Очень неадекватные, очень себя вести не умеем. Даже на репетиции Кайнудин уже борется, мы их прерываем, мы его учим, мы это самое неадекватные. Ну, это процесс, это процесс. Процесс, молчать надо, слушать надо. Ты вообще за кого? Здесь нет ни за кого, ни за кого. Мы здесь сидят за круглым столом все чуваши. Все душой болеют за общее дело. Все за тех болеют душой, это самое. Вот. Но дело в том, что, ну как вам сказать, я уж сама была председателем правкома, была председателем комсомольской организации, но я четко знала, как надо отчитываться, сколько человек должен быть, как все это должно быть. Вот Петр, я была заместителем, он каждый раз отчитывался. Сколько мы где-то были, сколько мы что-то делали, сколько мы что-то там что-то потратили, что-то это. Было четко. При Федотове тоже немножко не очень было. Но у Елены Ивановны я пока этого не вижу. Но я, правда, что в последнее время очень редко хожу. У меня правнуки, мне с ними сидеть приходится. Я сама болею очень тоже. Вот. Ну и мы, конечно, не очень хорошие люди, неадекватные.
не можем мы себя сдерживать. Мы, даже нету этой Светланы, мы все равно ругаемся между собой. Все равно Валентина? Нет, Мы просто разговариваем. Я же не знаю, о чем ты говоришь. О чем ты говоришь? Вот вы сегодня за меня налетели. А я действительно боюсь привести к вам. У меня есть чуваши, но боюсь я. Елена Ивановна, вот вы бы побыли бы почаще, вы бы увидели, как вы себя ведете. Ну, Валентина Николаевна, здесь уже все люди достаточно долго прожили. Я не думаю, что кого-то надо воспитывать, да? Уже сами воспитатели все. Есть у вас еще что сказать? Валентина Николаевна, есть еще что сказать, да? Ну, просто я говорю, надо как-то это... Ну, вы призываете к терпению больше, да, чтобы умели слушать и слышать друг друга. Я с вами надо полностью немножко согласна. себя воспитанными вести, уметь себя везде. Спасибо, Валентина Николаевна. Так, есть еще? Девушки, кто-то хочет выступить? Я хочу сказать. Ага. Только представляйтесь, пожалуйста, потому что мы протокол. Путинцева Раиса Петровна. Я хожу 24 года, 22 года уже хожу. Я люблю Чувашский центр. Я хоть и, на самом деле, вот как Зоя говорит, я и хоть и болею, бывает иногда полгода были перерывы, год даже было, не ходила в связи с операцией, в связи с болезнью. Однако я люблю свой центр, люблю я своих чувашей. Я хожу больная, и иногда и погодные условия не позволяют все. А у нас вот когда 17 человек привели, среди них не было чистого чуваша, ни одного человека, потому они ушли все. Вот. Если я чистокровная чувашка, если я люблю свою нацию, я люблю и умею разговаривать, общаться. Пусть любая чувашка с чувашей приедет, я с любым могу общаться. А что ждать, если сюда 20-30 человек приведут? Ну, среди них ни одного чистокровного чуваши нет. Они не умеют, не понимают язык. А можно вопрос? Можно вопрос задать? Минутку потом. Приходят к нам, да, пришли люди, которые ничего не понимают, сидят, вместо на репетиции сидят, то пишут, то этот самый читают, сидят, не поют ничего. А для нас, например, так как я пою, мне интересно, чтобы люди приходили на репетиции, точно отработали свое. Понимаете? Это не то, что просто вот вышла или на сцену. Я выходила на сцену 2 раза, 3 раза выходила. А на сцену можно выходить. Но только это отдать себе, всю душу отдать, чтобы тебе зрители любили. Понимаете? Не так просто вот так пришли, хав-хав-хав, и потом нарядились в что попало. И вышли на сцену. Потом говорят, откуда же эта опашка у вас появилась? Да? Был такой разговор. Был такой разговор, когда мы выступали летом. Хорошо, что напомнили. Да? Вот, во-первых, если хочешь чистокровной чувашкой казаться даже, ты закажи себе хорошее платье, все. Они жилеты. Все вопросы к Елене вот, Ивановне. вот. Одно. А второе, приходят и скандалы. А за Наталью хочу сказать. На 1 мая такой холод был, если вы помните. Ветер, на ветру я стояла с выставкой. Я, кроме того, что еще пою, и рукоделием занимаюсь. И такая хорошая выставка была. Я только у нее спросила, почему вчера не пришла на репетиции, на генеральной репетиции. Перед этим всегда генеральная репетиция бывает. Как она мне пошла, на всю улицу орала, где-то, наверное, с полчаса. Какой-то мужчина приходил, схватил ее за руку, вот живой свидетель, и отвела. Художник наш Павлодарский. Отвел в сторону, говорит, нельзя, говорит, ругаться. Ладно, после того, как эту выставку закрыли, мы зашли греться в этот фойе КДК. Она опять подошла, опять скандал было то, что они приходят к нам только скандалить. Как же
к таким людям относиться. Они приходят только скандалить. Хорошо. Вот они не помогать центру. Во-первых, они говорят, язык не знают. А кого приводят сюда, среди них ни одного чистокровного. У меня дед, у меня бабушка чувашка, а ты умеешь разговаривать? А ты умеешь вот какие-нибудь песни петь? Произношение какого у тебя? Еще сидят и что-то говорить. Надо язык знать, прежде чем в центр приходить. А не так, что попало. Вообще никто не... Ну да, получается тогда это неправильное отношение. Чистокровные, нечистокровные. Здесь центры наши ходят представители всех национальностей. Вот именно. Что. Корейские ходят, и казахи ходят. Вот согласна с вами. Да? Да. Поэтому Ну, знать надо. Конечно, он в костях где-то. Не все владеют языком. Можно где-то я? хотят Нет, научиться. Надо, в этом плане надо быть, принимать все это Патриоты надо быть своей нации. Валентина Николаевна, хорошо. Я добавлю просто. Алевтина Васильевна. Да. Вот пришла у нас человек с русским языком. Но у нее есть желание большое учить, ходить, петь. Пускай сама скажет. Я родилась в Чувашии. Правда, я русская, но я люблю эти песни, я люблю народ, я там выросла. И я с удовольствием пришла. Как меня Зоя Алексеевна пихала в бок неправильно, они меня пихают неправильно, это самое. Знаете, как вплоть до того, что вот не получалось, уходить хотела. Меня вот Рая, потом уже девчата меня тоже еще, Таня была привела. Вы знаете, как меня учили? Я пришла, они говорят, пой. Первый день я вот села у них, записали меня, пой. А я смотрю на них, у меня ни слов. Музыку я знаю, а слова-то не знаю. Читать-то надо? Ну, я знаю там о ней, там, о тем, там, слова, я же выросла там. Они говорят, пой, и все, и вот я беру слова и начинаю петь. Вы знаете, с удовольствием переживаю, чтобы у нас центр не распался. Я не видела, когда она 17 человек приводила. Но те, которые были, 2 мужчин ходило, и вроде еще 2 женщины приходили, вот в мою, это когда я, да, они с нами пели, и у них получалось, мы им слова давали, все, почему они перестали, не знаю. И меня единственное, их никто не выгонял. Единственное, что меня смущает, когда вот эти скандалы, знаете, у всех у нас давление, все мы болеем. Ну почему, приди, вот, она в последнее время, Света, она стала ходить петь, она хорошо пела, и голос записывалась даже, голос хороший у нее, все. Но в чем дело, опять началось, значит, с Еленой Ивановной. А меня, например, Елена Ивановна устраивает. Она никогда, во-первых, не грубит, я от нее грубого слова не слышала. Чтобы она сказала меня когда-нибудь или слышала где-то, вот так вот сам. Она все тихонько говорит. Я еще удивлялась, однажды она что-то голос повысила где-то. О, говорит, первый раз услышала, Елена Ивановна голос повысила. Почему на нее голос повышает, не знаю. И всегда вот с таким вот добротой всегда, я не знаю, что говорить. Я не знаю больше, что говорить. Вот и все. Раиса Петровна, спасибо большое. Так, теперь можно мне? Светлана Федоровна. На 1 минутку. Ну, здесь у нас есть еще кто хочет. У нас еще людей есть. Давайте. Ну, давайте. Лёва, ну-ка скажи слово веское свое. Мужское. Я вам вообще честно скажу. Православные народы вроде отличались от западных чем? Жили по совести, по справедливости. Оно сохранялось. Сейчас мы все повернулись в какую-то другую сторону, как на Западе. Выгода. Это что-то ищем. Не надо этого. Давайте жить дружно. По совести, по Вот справедливости. вот сюда смотрите, вот эти слова вот этому человеку Спасибо. обращать да, надо. Спасибо. Мы не ищем выгоды. Можно это самое теперь я скажу, да? Уже вроде бы все высказались. Вы только да? представьтесь, пожалуйста. Дубинец Наталья Александровна, скандалистка здесь и это самое. Преподаватель по ИГУ, магистратуру. Скандалистка и нечистокровная, и вообще это самое недоучка, как меня здесь все выставляют. Нет, я не буду стоять. Зачем стоять? Буду сидеть. Ну, я хочу сказать, что это Чувашский центр, это мой Чувашский центр. В него ходило несколько поколений моей семьи, несколько поколений, в отличие от всех остальных. Мама моя ходила,
мои дети ходили, я ходила. Глаза не надо открывать. Вот Петр первый, кто назвал фамилию моей дочери. Глаза открыли, посмотрите на них. А? Вот посмотрите, они маму мою не знают, бессовестные какие. 3 поколения моей семьи сюда ходили. Все, вот когда еще вот там на Ленина были, все, вот, я все это знаю. Понимаете? Я в курсе вообще вот всех, вот как развивался Сеспель, полностью я это все знаю. Почему они меня не знают, да? Потому что они знать никого не хотят. В общем-то, когда я маму похоронила в 2002 году, я поняла, что нельзя бросать Чувашский центр, надо ходить. Я с этого времени никогда не могла никого здесь найти. Понимаете? Я прихожу, здесь всегда пусто. Прихожу, всегда пусто, никогошечки нету. Я нашла в интернете расписание этого Сеспеля. Приходила на занятия к Сеспелю. Нету этих расписаний. Вообще, в конце концов, мне пришлось походить по национальным центрам. Это, наверное, летом попала Наташа. Неважно. Я начала ходить по национальным центрам, интересоваться. Вообще, Чувашский центр есть или нету? Ну, мне тыкают на закрытые двери. Найти Чувашский центр вообще невозможно. В общем, с большим трудом, когда я уже, вы знаете, вот планомерно, просто каждый день начала ходить и просто вылавливать председателя. Уже с Петром мы созванивались, то есть и он мне звонил, и я ему звонила. Мы не часто, но мы общались. И когда мне сказали, что председатель Сафронов, я просто планомерно стала искать этого председателя. С трудом нашла. И подошла, эта женщина меня не знала. То есть фамилии, все мои фамилии были вычеркнуты из списков центра. Я не знаю, кто составлял этот список, но этот человек меня не знал. Так это маму, наверное, вычеркнули. Всех вычеркнули. И я подошла к Елене Ивановне и попросила, я говорю, меня интересует изучение чувашского языка. Я говорю, можно у вас учиться чувашскому языку здесь? Она сказала, мы не обучаем. Все. Так, это сразу. Можно дальше? Вот давайте не будем отвечать. У меня здесь куча всяких самых разных вопросов. Потом, значит, в конце концов, думаю, ладно, не хотят учить этому чувашскому языку, я хотя бы окажу посильную помощь чувашскому центру. Я стала приходить к Елене Ивановне, стала приходить и спрашивать, чем можно помочь. Давайте я что-нибудь это сделаю, давайте это сделаю. Хоть что-нибудь. Она молчит, рот как будто воды набрала и все. Потом в один прекрасный день, значит, когда я к ней подошла, говорю, человек вам хочет помочь, давайте пользуйтесь, пожалуйста, я хочу помочь. Она, хорошо, пошли. И пошли, идем, не говорит никуда, ничего. Потом дверь открыла, вот так вот втолкнула меня в дверь и захлопнула дверь. Я вот стою, передо мной вот эти женщины сидят, да, я вот так вот стою, я не знаю, что делать. Поздороваться надо было. Я не знаю, что делать, зачем меня сюда привели. Меня не представили, кто я такая. Понимаете, вот представляете, незнакомого человека взять, вот сейчас любого человека вот так вот втолкнуть и говорят, давай, что давай?
Что надо делать? Вы кто? Зачем мне сюда завели? Я попросила, чтобы мною пользовались, и я что-нибудь сделала, мне не сказали, ты будешь там петь. Ну, сказали бы, ты будешь петь, мы сейчас отведем тебя туда. Ничего не сказали, так, втолкнули и все. После этого вот эти женщины сказали, что я невоспитанная, некультурная и так далее. А они воспитанные, культурные. Хорошо, вот эти воспитанные культурные женщины, я, значит, ходила на репетиции, пела, вот, и вот видела, как привели людей, вот это все на моих глазах, вот это тоже развивалось, как этих людей, в общем-то, это самое, унижали реально. Вы не чуваши, вы языка не знаете, зачем вы здесь сидите? Вот таким образом унижали людей. Кто это выдержит, извините, кто это выдержит? Давайте, вот вы почему не знаете чувашского языка, пришли здесь на это правление? Давайте мы вам еще это скажем. И они каждому этому человеку, каждому сказали. Это вообще потрясающе. Но, в общем-то, вот это история лично моя. Да? Почему я не оказалась среди них? Да? Я же там была. Понимаете? Почему я сижу на этой стороне, а не с ними? Вот я вам расскажу почему. Потому что 7 января проводилась у нас репетиция. 2019 года проводилась репетиция. Ну, репетиция была с отмечанием Рождества. Ну, вот в результате, когда уже все закончилось, Елена Ивановна, значит, развалясь на этом самом, на кресле, говорит, ну вот, собрание отчетно-перевыборное прошло. Профсоюзное. И я тут узнала, что оказывается, вот столько лет, я не знала, что отчетно-перевыборные собрания здесь проводятся. То есть все вот эти документы, которые они у вас лежат, они фиктивные. Понимаете, их просто от руки пишут и просто так. Лично я не видела ни одного отчетно-перевыборного собрания. Это первое. Вот. Затем... Что такое отчетно-перевыборное собрание? Если зайти к нам в наш кабинет 403, там сделан такой вот у нас стенд. И там на стенде написано «Актив». И перечислены все фамилии, вот которых вот этих людей видите, вот все эти фамилии перечислены. Так вот, отчетно-перевыборное собрание у них проходит только активом. То есть ни меня не приглашают, ни Светлану Федоровну, ни Марину, никого не приглашать, абсолютно. Чуваши здесь вообще никто. Здесь есть только вот небожители, вот эти вот боги наши, активисты, которые подписывают фиктивные документы у Елены Ивановны. Значит, относительно устава, вот я сейчас понимаю, что меня никто и не приветствовал, чтобы я пришла в центр. Почему? Потому что я пришла, это первое, что Елена Ивановна должна была сделать, она нового человека должна была с уставом познакомить. Она не знакомит. Понимаете, никого не знакомит, ни с какими документами. Как это так? Потому что самое главное, ты не знаешь чувашского языка, твой папа русский, твоя мама украинка и так далее. Вот это самое главное. Ни с каким уставом никто не знакомит. Так. Вот, а он есть устав, представляете, люди столько лет здесь ходят, они говорят, а если этот устав, они не в курсе. Я позволю себе сказать, значит, устав этот есть. И буквально недавно все этнокультурные объединения, согласно новому закону об ассамблее, проходили аккредитацию. Там обязательно сдается устав.
Это обязательное требование. Он даже не нам сдается, он сдается в органы юстиции. Без него никакой регистрации никто не проведет. Поэтому аккредитацию Чувашский центр прошел. С республики нам подтверждение пришло. Без устава аккредитацию пройти невозможно. Так вот, в этом уставе должны быть такие слова. Когда с самого начала, Петя, скажи, организовывали, мне Алдушев сказал, я тоже не знала. Там есть такая статья, что люди любой национальности имеют право ходить в Чувашский этнокультурный центр любой национальности, если они будут петь, участвовать в жизни центра, если будут пропагандировать чувашскую культуру. Я привожу людей, вы не чуваши, пошли вон. Никто здесь вот, например, уважаемый... Вы когда пришли, вот вы людей привели, извините, пожалуйста, мне, мы специально брали стол, напоили всех чаем, все вот мирно разошлись. Никто никого не Саша Логвиненко почему ушел? Дайте закончить человеку, Давайте уже, Наталья Александровна, все у вас? Нет. Хорошо, давайте выслушаем до конца, а потом уже. Так, вот дальше. Пока я вот очень, я вот буквально небольшой, вот с 1 мая я перестала ходить в этот центр. Ну, с 1 мая вот человек рассказал, что они там на меня всей шайкой набросились. Какая шайка? Вот, шайка ваша, вот эта вот дружная семейка, называется шайкой. Вот, пока я ходила, это не обзывательство, это констатация факта. Ты ж на нас напала тогда. Раиса Петровна, Вы же каждый раз скандал поднимаете. уважаемые коллеги, давайте вот наберемся терпения. Я одна разговариваю, а вы вшестером бросаетесь. Ну, вранье тоже нельзя же заниматься. Врет, натурально сидит, врет. Вы же понял, только говорит. Какая правда? А вы слышите, правду говорит человек. Марина, не в шестером нас было только двое. И она на нас... Не двое, а четверо. Ладно, давайте а дальше. сейчас шестеро. Не будем перебивать. Значит, вот пока я ходила в этот центр, что я обнаружила? Что председатель нашего Чувашского центра делегирует свои права вот Алевтине Васильевне. Она ее отправляет на всякие мероприятия, там собрания Нур-Отан, всякие вот празднования. В общем, она просто делегирует эти права, вот это наш настоящий председатель. Это не зам. А это не председатель. Вот. Дальше. До того дошла, что в партию Нур-Отан ее отправила вместо себя. Когда президент Назарбаев подал в отставку, вместо Сафроновой пошла, представляла у нас беспартийная Какая разница? Какая Тебе разница? там делать нечего в Нур-Отане, если Ну, ты не конечно. Там всем есть кому что делать. Она сама должна была туда явиться. Смотрите. На 16-й съезд в Светлана ассамблее Федоровна. в Астану не поехала. К сельчанам не поехала, никуда не ездит. Везде мне Алевтина ходит. Светлана Федоровна. Да, Давайте дослушаем. Следующий вопрос. Вот эти вот выступления. Ну, регламент-то должен быть, а? Полчаса уже. Давайте, Задача все, закругляем. Выслушаем, она уже целый час говорит. Давайте, Наталья Александровна. Наш по записи. Выступление. Значит, у нас, в общем-то, очень талантливый Чувашский центр. Каждый человек обладает очень многими талантами. Вот у нас, например, есть человек, который играет на домбре, был человек, который играл на саксофоне, и было очень много детей, по которые почему-то не выступают. Вот в этом году, в 2019 году на Пасху должны были выступать дети, и в результате вот дети пришли, я уж точно не могу сказать, вот так вот все развернулись и ушли. Я вообще не могу понять,
что там произошло и как это произошло. Вы сами были на празднике? Да, я лично была на празднике на Пасхе, и так как я готовилась просто, да, я просто констатирую факт. Дети пришли и ушли. Почему ушли, нам никто не объяснил. А на каком этапе они пришли и ушли? Можете Они сфотографируем, стола вы же фотографируем, и ушли. Они пришли... Одна Кристина только стихи учила Они за всех. пришли на да? начало. Кто отвечает? Кто сейчас говорит? Они пришли на начало. И перед нами должны были дети выступить. Вот. Я их видела, я думала, они все выйдут. В результате перед нами оказалась только одна девочка. Все. Как это произошло? Почему вообще никто не заинтересовался, почему дети ушли, я не могу понять. Но лично мое мнение, Елена Ивановна, она просто препятствует детскому творчеству. Просто препятствует. Дети пришли, и никаким образом она их не поддержала. Вы извините, если бы мне хоть слово сказали, детей задержи, да я побежала, я конфетам накупила, да я бы все сделала, чтобы они остались на этом мероприятии. Они на летний фестиваль не пришли, дети. Так, дальше. Значит, вообще вот весь вот этот сыр-бор загорелся, я вам хочу сказать, еще в прошлой осени 2018 года, когда, в общем-то, я человек работающий, когда у меня возникли сложности с тем, что я не могу ходить на репетицию, которую назначают в неудобное для меня время. И я попыталась объяснить, вы, пожалуйста, хоть чуть-чуть с моим расписанием чуть согласуйте, если вы хотите, чтобы я ходила. Нет. Значит, в результате я один день на репетицию не могу идти, во второй день на репетицию я прихожу. Репетиции всегда в очень неудобное время. Когда вот они работали, да, когда они были молодыми, они после работы приезжали на репетицию. Они делали эти репетиции в удобное для себя время. Но для новых людей, таких как я и вот тех, кого принесли, никаких поблажек нету, никаких. Все, или ходите, когда нам надо, и никто не постарается, чтобы вот люди, действительно, которым надо пенсию зарабатывать, да, чтобы они могли хоть как-то поучаствовать в Чувашском центре. Так, вот то, что постоянно тыкают национальностью, это вы уже сами увидели. То, что постоянно тыкают, что не знают чувашского языка, это тоже не надо еще раз озвучивать. Вот. Молодежный центр наш состоит из одного человека. Оли. Все. Все. Один Оля одна. Все остальные отсутствуют. Оля сама выбирает, кого она пустит в этот центр, кого не пустит, орет, что никто ей там не нужен. Мне такое ощущение, как будто бы вот этот вот молодежный центр у нас создан только для отмыва денег. Получают эти гранты, каким-то образом делят между собой. Один человек всего ходит, понимаете? Каким-то образом делят, и все. Да, ой-ой-ой, ай-яй-яй, вообще... Непосредственно молодежный центр гранта не получает? Получает его этнокультурное объединение. Да, гранты должны делиться напополам. Нет, этнокультурное объединение получает, молодежный центр, молодежное объединение не получает гранты никакие. У нас в азербайджанском только он напополам делит. Он 300 тысяч получает, 150 тысяч отдает молодежи. Все остальные я не знаю. Потом, вот как я познакомилась со Светланой Федоровной. Она меня пригласила, я, в общем-то, ее не знала, она меня пригласила на чувашскую свадьбу. У нас Светлана Федоровна возрождает чувашские традиции. И вот в этом возрождении никто ее не поддерживает, все вот препятствуют. Она меня пригласила. Каким образом? Не, почему, Наташа? Она вот пригласила меня на чувашскую свадьбу. Мы там выступали. Вот. Я, в общем-то, не могла долго там задерживаться. Я, как бы мы выступила, и я оттуда ушла.
на работу. Вот. Зато прихожу на следующую репетицию, и у нас такой скандал. Все, кто туда пошел, все предатели и так далее, и тому подобное. В общем, это настолько нездоровая обстановка, это что-то. Я говорю, человек хочет показать чувашские традиции, надо его поддержать, почему-то препятствуют, почему-то оскорбляют и унижают. Вот, поэтому, вот, исходя из всего этого, мы зарегистрировали общественное объединение «Фанагория». Это называется «Фанагория». Да, вот, и просим вас, чтобы мы наравне с Чувашским центром участвовали. Мы хотим возрождать чувашские традиции. Мы хотим, чтобы Чувашский центр не умер. Мы хотим показать всю красоту нашего языка, нашей культуры, нашей истории. К сожалению, вы посмотрели, как ведут себя люди. Они не хотят, чтобы мы туда приходили. Поэтому получается, что у нас вынужденная была мера зарегистрировать это чувашское объединение. Вот. И мы просим вас включить нас в план мероприятий. Мы организовываем выставки, мы пишем книгу, мы изучаем историю, изучаем чувашский язык, изучаем песни. Просим, чтобы вот Гайнуддин вместе с нами тоже репетировал. Ясно. У вас все? Все. Можно я тоже Хорошо. Да, хорошо. Может быть, кто-то не знает, может быть, она давно ходила, Наталья Николаевна. Но мою маму, думаю, все знают, потому что моя тетя начинала эту школу чувашского языка. Потом, когда были в декрете, выручила 3 года, работала вместо вас, потому что попросили. Она не хотела. Я свидетель, она не хотела. И она получала копейки, потому что на пенсионеру это было без категории, без полставки. Она не писала себе ставку. Было детей сколько надо за полставки, но она работала на всю. Вот. Я просто знаю, что ходили дети, да, ходили. Вот. И мне, знаете, что обидно? Во-первых, грязные сплетни. Во-вторых, я здесь 7 лет, да, я бы с удовольствием пришла. Я знаю, что без конца вот эти вот идут склоки, без конца идут сплетни грязные, обсуждают личную жизнь. Вот кому какое дело? Человек независимый, свободный. Почему нужно это все перемывать, эти кости? Доходит до меня. Я знаю, кто и что говорит о моей матери. Я не буду сейчас об этом говорить. Но дело в том, что, смотрите, были праздники, 25 лет ассамблеи, 20 лет ассамблеи. Те, кто работал, почему-то не приглашали ни тетю мою, которая педагог заслуженный, ни даже просто вспомнить имя матери, которая здесь работала. А еще у меня есть акт, который вы подписали, когда она все сдала, и человек уже умер, его нет. И есть этот документ, который вы подписали, как председатель, как вы школу ведете. И теперь еще какие-то, я слышу, чего-то там не хватает. Извините, она с собой не забрала. Извините, я жила в Сирии 10 лет, и мне это нафиг не надо, ваше барахло. Я сдавала квартиру в аренду, я пустую сдала. Там не было ничего из того, что вы сейчас вспоминаете, чего-то там у вас не хватило. Вот, это первое. Во-вторых, даже просто не вспомнить. Дальше я скажу, приехала семья, у меня муж приехал только через год, потому что он не мог выехать. Мы граждане Казахстана все, а он нет. 7 лет мы здесь находимся, мы эвакуированы, оставили там дом. Мама у меня умерла. Есть Чувашский центр, куда она ходила, сколько она ходила лет? Знаете, вот никто, вот Светлана Федоровна, да, она может быть эмоциональный человек, где-то она может не выдержана. Но кто был рядом? Светлана Федоровна. Я поэт, я журналист, у меня есть книги. Когда мне нужно было книги, я не люблю просить никогда. Она просто, на, вот деньги, пожалуйста, книгу, вот надо столько-то экземпляров, пожалуйста. Это ей не Чувашский центр, не гранты, каким ей. Детище Казахстана, это детище президента ассамблеи, я знаю, что выделяется там и по 50 тысяч, и по 300 тысяч. Абсолютно. Да, мы не можем с протянутой рукой. Первое время было трудно. Да, сейчас у меня сын видели, он директор лайф-центра. Погодки 22-21 год и маленькому 14. Но дело в том, что ни на один праздник, вы меня извините, я такой человек, меня не позовут, я не приду. Были праздники, хотя бы ладно, вы меня не позвали, ладно, но вы хотя бы вспомните тех людей, которых уже нет, которые отдали столько жизни своей, столько труда и сил.
даже имя не вспоминалось, понимаете? И я знаю прекрасно, что вот это вот не должно быть, знаешь ты язык, не знаешь, я чувашка, моя мама чувашка, пусть мой отец украинец, я могу не знать язык, хотя я выросла в чувашском селе, вот это вот, я все понимаю. Может быть, у меня нет практики говорить, но я знаю, что я приду, и я вот это вот услышу. Ты знаешь язык, ты чувашка, а какое вам дело? Я могу вообще быть казашкой. Я приду, я хочу знать. Моя мама ходила много лет, она чувашка. Почему она ушла в украинский центр? И там ее приняли, понимаете? Она пела и в украинском центре, и в Чувашском. Из-за того, что вот такая обстановка. Из-за того, что придешь, есть люди, которые обязательно будут затыкать. Которые обязательно, вы же вот видите, они попили чай, где-то уже собрались, подговорились. Человек говорит правду, они затыкают. Нет, ты за кого? А мы не за кого, мы за правду. Понимаете, мы хотим знать чувашский язык, мы хотим, чтобы наши дети, которые 7 лет здесь сидели, а у вас школа пустует, извините, это стыдно, потому что детей много. Потому что тогда, когда я еще здесь жила, мы и в Аксу ездили, Скажу в 2 словах, чем закончилось то собрание. Лутковская Раиса сказала, что она за мир и дружбу в нашем чувашском центре. Петр Александров очень долго рассказывал о хоре Сеспель, нахваливал его. Николашина посоветовала еще раз нам собраться и примириться. Заведующая секретариатом пообещала нам, вновь созданному обществу, дать кабинет для репетиций. Предложила Сафроновой обеспечить нас костюмами для выступлений и попросила приводить наших детей на занятия в чувашский класс к Сафроновой. На что я категорически возразила. Сафронова является в школе национального возрождения учителем декоративно-прикладного искусства. Нам его изучение совсем не нужно, хотя никакого права она не имеет преподавать этот предмет. И я сама в случае необходимости его преподам своим детям. Кабинет нам дали для репетиций в подвале Дома дружбы. Мы там собирались всего 2 раза, но потом директор Дома дружбы Кулжан Нурлан Мукатаевич запретил давать нам ключи, мотивируя тем, что нам надо сначала пройти аккредитацию в Доме дружбы. От чувашского кабинета ключи не разрешила дать сама Сарсенбаева со словами: «Это же такая большая материальная ответственность, там же костюмы находятся». А там никаких костюмов и в помине нет давным-давно. Все костюмы находятся на руках у хора Сеспель и в чувашском классе ШНВ. Сафронова никаких костюмов нам так и не выдала. В общем, мы, члены чувашской диаспоры, которые ходили в Дом дружбы с самого основания, вдруг перестали иметь право посещать свой же собственный кабинет. Потом бегали по городу, искали, где бы нам отрепетировать, искали помещение. В 2020 году летом мы с Сарсенбаевой ходили на прием в областной акимат к замакима Аралову Асхату. Я ему сказала, что я со своими людьми обеими руками за объединение хора Сеспель с нашим общественным объединением. Он категорически рекомендовал Айнур Максутовне объединить нас всех чувашей в один центр. К сожалению, по прошествии времени ничего так и не изменилось. Я предлагала Сафроновой, чтобы в наш коллектив ООО «Фанагория» влился хор ветеранов Сеспель, и начнем жить полнокровной жизнью. Но все разговоры о примирении и объединении абсолютно бессмысленны и пусты. Встречают яростное сопротивление, что и показало это собрание. Как раздувалась вражда, так и осталась. Дом дружбы превратился в дом вражды. 3 членов из Сеспеля категорически против нас всех: Козлова, Путинцева, Васильева. И сама Сафронова, естественно, вместе со Львом Ивановичем. Участники хора – люди весьма преклонного возраста, под 80, а то и под 90 лет. Но аккредитацию они прошли, а мы так и висим в воздухе. В наше объединение входят участники в количестве уже больше 100 человек. Документы на аккредитацию в декабре 2020 мы сдали. Всю свою работу за период с 2018 по декабрь 2020 показали. Сделали очень много, и все за свой счет. С подписанием наших документов все тянется и тянется. Пообещали нам, что будет организован общественный совет. Ждем. Итак, имеем 3 варианта событий. Первый вариант – объединение хора ветеранов с нашим общественным объединением. Второй вариант – либо имеем 2 центра, хор ветеранов и общественное объединение «Фанагория» отдельно. Третий вариант – только хор ветеранов, только они, а мы остаемся отвергнуты вне Дома дружбы.